Ухта стала участником всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ-Экспедиция-2021». Мобильные пункты тестирования следуют через всю страну, предоставляя любому желающему бесплатную возможность провериться на ВИЧ и получить консультацию специалистов. В Республике Коми такая возможность есть еще у жителей Сосногорска и поселка Мисюк Нижегородского района. А вот в Ухте иммунный статус проверили у бездомных. Подробности у Виктории Науменко. Краткий опрос, простая безболезненная медицинская процедура и небольшая, но максимально информативная беседа с желающими провериться. В этом заключается ежедневная работа специалиста мобильного пункта тестирования. В рамках данной акции проверить свой ВИЧ-статус может каждый желающий. Особой подготовки тестирования не требует. Результаты готовы уже через 5 минут. Марина Крупянко по образованию медицинский психолог и давно заинтересовалась темой ВИЧ-инфекции и отношением к ней в обществе. Это и привело ее в выездную команду специалистов Минздрава. За 6 лет, а акция существует именно столько, Марине не раз приходилось сообщать людям новость о положительном результате теста. Бывают очень разные реакции. Кто-то более-менее спокойно реагирует, что, в общем-то, значит, что, скорее всего, человек просто замкнулся и пока не готов это обсуждать. Так тоже бывает. Кто-то начинает плакать, кто-то очень злится. Очень разные реакции на самом деле. Но для того, собственно, и есть здесь психолог, который поможет разобраться, принять диагноз, поможет понять, что делать дальше, какие алгоритмы нужно применить, чтобы жить дальше долго и счастливо. В Коми с 90-го года выявлено более 5500 ВИЧ-инфицированных. Из них свыше 60% – мужчины. В 2020-м в лидерах по печальной статистике Сыктывкар, Ухта и Сосногорск. Как известно, в группе особого риска заражения ВИЧ наркоманы и гомосексуалисты. Но, как показывает статистика по Ухте, чаще всего сегодня заражаются мужчины от 30 до 40 лет, не ведущие специфический образ жизни. Причина – случайные незащищенные связи. Причем проверяться на ВИЧ по своей инициативе люди этого возраста не спешат, а бездомные тем более. Поэтому уделить внимание именно этой категории населения особенно важно. Долгое время человек может быть бессимптомным носителем. Сейчас слюну проглатываете и приоткрываете рот. Вот, ВИЧ передается только 3 путями. Это половой контакт без использования презерватива, это наркотики общими шприцами и от матери к ребенку, если она не принимает специальное лечение. В других случаях ВИЧ не передается. Привлечь к участию в акции именно эту категорию граждан удалось с помощью Ухтинского фонда милосердия. Он с 2012 года помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры организуют бесплатные обеды, собирают одежду и продуктовые наборы, восстанавливают документы и оказывают медицинскую помощь. Мы также выдаем безрецептурные лекарства, которые уже наши подопечные, они прошли в клинике какой-то, да, или вышли из больницы, и им необходима эта помощь. То есть здесь мы помогаем. Если какие-то острые случаи бывают, тут уже вызываем скорую помощь, и, соответственно, мы контролируем этот звонок, чтобы наш подопечный был уже уверен и в безопасности. Кстати, тестируют на ВИЧ-инфекцию бездомных уже не впервые. На местном уровне, не в рамках акции, фонду помогает в этом автономная некоммерческая организация «Выход». Мы приезжаем, мы здесь тестируем раз в месяц. В июле была у нас акция в Ухте и в Сосногорске. Хотелось бы, конечно, чаще, но не всегда финансово получается. Потому что то тестов нету, то еще что-то. Если ВИЧ положительным окажется бездомный, фонд возьмет такого человека на особый контроль и обеспечит своевременное получение безрецептурного лечения. А обычным гражданам в случае выявления вируса важно самостоятельно контролировать четкое исполнение всех рекомендаций врача. И помнить, что прогрессирование ВИЧ в организме можно замедлить почти до полной остановки и жить полноценной жизнью. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.